Очередной выходной день и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров с рабочей поездкой в Бурзянском районе. Бурзянский район славится природными богатствами, лесами, реками, озерами. В Бурзянском районе 35 школ. Есть профессиональные училища и школы искусств. Работает 22 библиотеки, 27 учреждений культуры. В деревне Старосубхангулово расположена центральная районная больница. Байназарова – амбулатория. По всему району разбросаны 26 фельдшерско-акушерских пунктов. В один из них, в деревню Амдулмамбетово, и отправляется временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров. Мы сами подготовили там жамбон, все, модульный фаб собрали. Фаб у нас разваливался. Фельдшер, заведующий фаб. Зиму уже пережили? Декабрьдің 29-ында Үскей. Бірінші модульный фабрикада кетілді. Оқшай, сәйбет. Модульный фабтар көбірек болған еді. Мында тұрасыз? Мен мында ешейм. Дарулар етер? Дарулар етер. Уяқтан проблема болғаны жоқ. Аллаға шүкір. Халықны қыланды былай. Келелер тәжі ең бірінші мен оларға айтқан ауырып түгілі қарарға ғана келегер деп қарарға келділер. Бұндай зданияны көргендер жоқ. Беременна есть? 12. Балалар 14. Теге ел несі көрінсе болды? Теге елдан тоже шулай болды. Шулай ма? Кәмеме. Кәмеме. Аны көп. Менен қалышмайдар. Дегедіңді балалар тоже. Менде 5 бала бар. Менен қалышмайдар. Пример подает. Молодец. Ильич, модульный ФАП, вроде бы мы как отказались от них, они все равно есть? Нет, мы не отказались, мы от темы модульных ФАП мы не отказываемся, они идут к нам в рамках нацпроекта. Просто были несколько комплектов, которые, видимо, были, первая партия, может, она поэтому была не очень качественная, были жалобы. Но вот здесь вот даже зиму прожили бурзянскую, и наоборот говорят, что здесь и тепло, и хорошо. За сколько возвели? Буквально за месяц возвели. За месяц, да? 2 800 000, модульный ФАП. На любом месте. Главное подготовить основу и все. А туалет нам даман, да? Yok, ну туалет истабар. Первый раз. Шамбо? Шамбо бар, туалеты бар, вискина. Бар. А мандал машина не всегда нам, если куда-то ехать надо, как они решают? Олардың теге вызовқа болған скорый помощь беден олар прикрепленный тұралар Байназар амбулаторияна беден да бүгін тоже болырға тиіш теге вақытта әйткені олай көбірек өздерінің техникамен ауыл бойлап беруге. Яра, Спасибо. Ильич, а природа-то какая? Дух захватывает. Да, посмотрите, как вон речка какая. И речка тут, и горы, и лес. Да, видите, а я? Тәқдим етем қарарға бәд шында теге калибет тамақ деп егеттер орындағы. А почему Капсак? Деревня-то по-другому называется. Нет, но это род Капсак, здесь вот здесь это территория. Хамаров. Меня кетіп тұрасыз мәлі. Несек қалар? Хәлдәр урта сайынды. Бір шәбәйіп китә, бір сарайып китә. Ауылға кигәне бері бізге газ гарак деп өйлейбіз. Бұна газ жоқ мәлі? Газ бізге әлі бір де обещать етмейді. Газ келу ошы яқын 5 жылықта жоқ. Ең яқын ауылдар газ несек километр? Бұдан Байназар 17 километр. 17 километр. Шоға бізге газ гарак деп өйеді. Шоға бұда Төп ауыл ма, yok ма? Başka bunda ауылдар бар? Бар, бияқта бар, ауылдар бар. Ауылдар бар. Соға бізге газ керек дейбіз. Ең төп проблемаларды біз бұнда бір кегені біз қалғы ялған біз. Нашында. Теге тапсыра біз. Әгерде ұшы мәселелерді біздің әріш айталмаған еді қайттағы біз бік жат бұлыр едік. А yol мұнда неде yol? Yürüge bula ol. Қыш Автобустар менен албай, ешқандай авариялар болған, зор техникалар авария таудан таудан аша.
Виноват нам? Эй, эй. Программа поддержки местных инициатив и халық жиналысы менен предпринимательдер шунан брустан көтәрдек, шулык фундаменттан бүгүнкү күндө уже иштер бүтүп келебиз, проблема биринде да жок. Эсинде биринчи советтин зданиясы боласак, көрсөтөргө телегенмин. Совет башлыгы Нурбулат Шахманов. Ошо Ранее физа нормально да? клубтан заведующий беден. Ана шу өзегез иштен экзем. Баягы программанын Общая сумма 2 миллион 100 000 болды. Мемлекетте как ремонт болды. Яна штага иштей албайм. Ал әле асылды ма әле? Жок, әле ремонт набір. Бәрәле масана. Мында зал инде. Зал Нече орынга? 750 орынга. Ух ты. ултыргыстар менен жардам этебиз, иштейбиз, бийлешкен да менен истерин моторлоп боягалар, сахна, Ялына питамы? Конечно, иштемеген. котельный бүлер иштенелер. Касан асасыз. Бир ай. Бир ай. А мында интернет бар ма? Интернет бар. Нормально. Evet, аптека болакан линия мында өткәндер. Мында үйләп күсенә башланылар, әзерләп бетәләр. Ну, к Новому году, получается, учебному откроете, наверное. Мебель менен вискәне тултырып, эшләп бетәбез. Райфович, а здесь будут танцы, будет жизнь. Культура, жизнь, танцы и сходы здесь тоже будут проводиться, чтобы у жителей была возможность проводить сходы. А в чем сложности? Да сложностей никаких, наоборот, люди сами, это в рамках поддержки местных инициатив, они сами, видите, сделали. И вот это все обошло сколько миллионов? 2 миллиона. 2 миллиона. Вот можете себе представить? Нет. В городе это бы стоило там за 10 миллионов, наверное. Абдулмамбетовская средняя школа, временно исполняющая обязанности главы Башкортостана, Ради Хабиров, отправляется туда. Это учебное заведение основали в 1930 году, а в 1997 достроили двухэтажное здание. Здесь работает 12 кабинетов, 2 музея, есть хоккейная коробка, бейсбольная площадка. Открыты 9 спортивных секций и 11 кружков по интересам. Есть и проблемы. Необходимо расширить спортзал и провести газ, пока здание отапливается дровами. Бұл мәктәп шул тиклем активный, фонтандарында эшләп маташалар, робототехника, бөтен менә мәктәптең директоры Утябаев Инсур Амелевич. Мәктәпте бөтен авылда алга һөйләй, олимпиадалар үткәрәләр авылда. Безнең даже телевидение килеп төшә. 11 классов. 11 класс. Эдем көрүп сыгып алмак. Ресейде иң яхшы алым мәктәпләргә конкурста еңүче булды. Нендей виды спорта Біздің гелевой спорт, полиатлон, атлетика, башқа түрлі ярыштар бүтәһенә катнашып жатырбыз. Түрлі Россия ярыштарында булабыз. Кандидаты мастера спорта бар ма? Бар. Бар ма? Күбе. Бұл біздің спорт залы. Шуа, физкультура аптасы қысқасы ғана айтып кетейік. Спортзал біздің нык бәләкәй, біз ошонда тәрбияләйбез чемпиондарды, ана бүтәһенә біздің балалар. Әлген әйттім бетіне біздің ондан көбірек кандидат мастера спорта, чемпион России, победителдар, победители, спортта біздің неге стандарттарға тура келмейді. Біз мында волейболды ойнағанда хатта біздің 7 метр ғана. Біз тұрай ауыл халқы спорт комплекс белгескені. Бассейнге үйрейбіз неге қайсынға. Ошында біз атабыз, тоқтан да атабыз, мылтықтан да атабыз, ошында тәрбиелейбіз. Спортзалдық бәләкәй, халық көп. Потому что бүте ештер ошында. Бүте ештер, ауылда ештер көп. Мында тұрып А қалады. проект бар, нет? Проекттан әле эшләргә уйлап бергә 200 мең характерлар һөйләшеп алып барабыз инде. Мында, получается, ФАП бар. ФАП бар, клуб бүтүп Клуб бар. Ну, действительно, спортивный объект, керек. мәктәптең кыйгын быел уйлатлайбыз. В этом году проектировали, а в следующем году просто прям включаем рейд в этом году. Райфович, вас удивило и обрадовало то, какие достижения есть у жителей этой деревни? Да, это, действительно, вы посмотрите, какие дома красивые.
Вот такая красивая культура, люди, значит. И, во-вторых, знаете, очень инициативные люди. Вот они говорят по программе местных инициатив, они сами выходят с своими предложениями, а мы должны это подхватить и помочь. Вот сейчас приняли решение, это действительно спортивный объект им нужен. Ошо робототехниканы түрлі проекттар аша өзіміздің лагерь бар. Біздің мына пришкольный интернат бар. Сонда келіп ешелер 15 баланы біз қабыл етеміз. Біз осының бюджетті толтырамыз да дальше өтешеміз енді. Балалар ошонда оқып шыққандан біздің ошо 6 жыл есінде біздің технический направление балалар хайлай башлады. Бүгінде БГУ, нефтяной, авиационный да біздің выпускниктарыбыз бар. Балалар робохабантуисінде робохабантуистер Шул роботтар көрәш жасақтар, ғарыш оғымта жасақтар, атқан таптыш жасақтар. Балалар хабанту секторында біздің мектеп районда тоже бірінші. Неде оқытушы ма? Неде физик ма? Мен өзім информатика. Информатиканы алып барамын. Бүгінгі күнде біздің балалар шұғырлануы үшін бүтін алдыңғы технологиялар бар. 3D принтер, лазерный станок. 3D принтер бар ма, да? Бар, Меня удивила робототехника здесь. Да, они же, вы обратили внимание, они уже на республиканском уровне вот проводят. Достижения есть? Достижения есть. И потом ребята же говорят, поступают в технические вузы в результате потом. Какая поддержка нужна им? Здесь со школы у них все хорошо. Единственное, они просили, что действительно спортзал маленький, а детей тут больше. А вот хотел спросить, как тут кушают-то они. Ага. И нужен спортзал? И вообще деревне нужен большой спортивный комплекс. Вернее, небольшой спортивный комплекс. Зал просто, где могли бы все заниматься. У них даже вот вы же были, там и для волейбола тесно. Есть варианты? А мы уже решили, мы в этом году спроектируем. У них место есть. Вот мы спроектируем, а на следующий год строить будем. Спасибо. Здесь денег не жалко вот на такие вещи. Балалар аша ма? Балалар аша біздің өзіміздің бақсабыз бар. Балалар өздері ішлейді. А ит не появилась мында ма? Итті өзіміздің районның предпринимателі барып бастап жатқан. Ауыл рахмат, зор рахмат. Күтәбіз. Рахмат, зор рахмат. Удивляет, что здесь все так трогательно с душой сделано, каждая мелочь. Да, ну вот так наша республика живет. Вот так вот такие люди здесь. Хорошие люди, а наша задача им помогать. Город будет помогать, предприятия наши большие будут помогать. Посмотрите, какая красота. Ради Хабирова отправляется в деревню Кургашлы на производственную площадку предприятия «Белпромресурс». Оно основано в 2015 году, перерабатывает древесину мелколиственных пород. Какой-то проект будем строить. Это у нас инвестор, ливанец Жорж. 20 лет. Оборудование все китайское, они нам завезли его бесплатно, мы отрабатываем и материалом поставляем, а за оборудование рассчитываемся. Сейчас обратились в Министерство промышленности наше, чтобы помочь нашу станцию Белорецк открыть на парограф контейнеры, чтобы мы могли контейнеры отправлять с Белорецка. Отсюда. Да, и если вот какая-то помощь окажется, это было. А вот конечный продукт что отправляете? Конечный продукт пока отправляем сухую доску. Мы в перспективе будем... Сушильные камеры мы установили пока в селении. Почему? Потому что там инженерный персонал подготовленный. Туда перевозим, там сужим и оттуда отправляем. Виды доски вот так. Обрезная, да? Или? Да, обрезная доска. В перспективе сушильные камеры будут установлены здесь, вот здесь на нападах. Береза, да? Береза, только береза, да. Она в Китае на мебель. Да. Все же фабрики мировые. Фактически требования у них есть особо, нет? Они выбирают по сортам, ашку, бэшку, цешку. Что-то идет потом на шпанирование, на склеивают, шпон сверху клеит, а которые хороший сорт, там ашка, например, они идут прям так на мебель. И вот именно им береза нужна. Да? Им именно береза. Хорошо, что это на экспорт идет. Сколько человек у вас работает? 24 на данный момент. По проекту будет работать 81 человек. Когда полностью... А зарплаты какие? Зарплата у них от выработки пока в пределах 20-24. Ну, расценка заложена расчета 50 тысяч. А сколько инвестировали сюда в деньгах? Сейчас на данный момент инвестируют 24 миллиона. А вообще проект инвестиций где-то в пределах 150 миллионов. Это вот ваша инвестиция, да, получается, да? А на китайцев-то как вышли?
Мы уже работаем, у нас заводы в Китае, работаем Quartz еще, много фабрик там в Китае. А у меня, я вообще country-менеджер для них. Есть самый главный, который находится в Китае. Через знакомый, ну, как всегда, я учился в Москве, в принципе, мировая экономика. Вышли на меня, поскольку по-русски разговариваю, и с ними работаю уже 2 года. А сами сейчас здесь уже? Я здесь, да. Ну, здесь... это одно у вас предприятие здесь? Или Нет, оно предприятие наше, они как консультанты. Они приезжают, они в декабре уехали. Просто они обеспечивают экспорт, да, получается? Да. А, вот ваша задача. Рынок это наш, в принципе, маркетинг. Наши люди немножко не справились с задачей, но начали в размерах теряться. Мы опять их пригласили А вы 2 в недели назад. Гариделе вот не обращались, вот в Гариделе помочь им тоже на экспорт отправлять? У них тоже много. Ну, нам это интересно, если есть возможность, почему нет? Есть такая возможность. Да, ради бога, как мы всегда готовы. Интересно, здорово просто. Здорово. Спасибо, приятно Спасибо, познакомиться. спасибо. Да, взаимно. до встречи у меня. Хорошо, договорились. Все, договорились. Договорились. Инвестиции такого рода интересны в республике? Очень интересно. Потому что вот, понимаете, вот нас критикуют, что мы отправляем кругляк в Китай. Вот, пожалуйста, мы продукцию уже отправляем, нормальную продукцию в Китай. Сейчас посмотрим, вот предприниматель, который, если сможет там открыть китайское направление, с удовольствием с ним поработаем. Потому что это же одно предприятие, у них сотни таких. Мы открыты для инвестиций? Абсолютно. Все, поехали. Ради Хабиров едет дальше, в сельскую врачебную амбулаторию в деревне Байназарово. Здесь обслуживают 6 тысяч человек из 13 населенных пунктов Бурзянского района. Особенности Бурзянского района – населенные пункты расположены далеко друг от друга. Расстояния большие. Больным приходится добираться иногда по несколько часов. Есть предложение оборудовать не одну станцию скорой помощи, как сейчас, а 3 – в деревнях Аскарова, Иргизлы и Байназарово. Ага, да. Бұл орында радикаль шарттықларын көретірмін. Елек екі үй тұрайтыраны, шол иней бұрдақылы мәрхаба. Иней ешәне шол шәжараны хақлап қалған. Райондан почта гражданина Галина Саватович Хамазов. Allah'a şükür. Allah'a şükür. No, hediyeler şulay hevet bulun. No, hedden yararını kütüphanede. Buna kelebeklerin No. Bizim tüp haro больницада bizga qaytarib berilgan. Bu ambulatoriya бар еді. Бар ие, но ол не по назначению файланила. Раньше здесь было 25 коек, из них 15 круглосуточного и 10 дневного пребывания. А сейчас, после реструктуризации до 2015 года, это учреждение закрыли, и после многочисленных обращений в адрес главы Республики Башкортостан дали из Министерства здравоохранения 10 коек паллиативной медицинской помощи. Ну, здесь для всего района. Зубной керек, кардия работаем тем буряк варит. Что детский врач Не, мы на кардиограмму. вообще. Терапевт керек взрослый буряков и детский врач. Мы же готовы дать, мы квартиры готовы дать, деньги даем. Обещались, в этом году, получается, в наш район придут 2 участковых терапевта. Обещал, тоже приезжает врач-травматолог, семья, с семьей, 4 человека. И врач-стоматолог тоже обещал. Ну, ждем к лету уже, июнь-июль месяц у нас, и 2 у нас селевиков возвращается на наш район. Больные у нас получают лечение, тоже необходимое электролечение, магнитотерапия, УФО и все у нас необходимые мероприятия для лечения больных у нас все имеется. Severirsin yatağımız. Allah'a şükür. Narular var mı? İşittim kiremeyim. Narular var mı? Var bir var. Allah'a şükür. Aşağı mı? Asal bak şey. Раифович, обоснованные просьбы?
Знаете, просто мне глава сейчас, пока ехали, об этом говорил. Но вот видно, видите, вот даже пожилые люди вышли, об этом, собственно, и просят. Потому что... А что просят? Коечный фонд, чтобы была возможность пожилые люди, чтобы могли сюда прийти, прокапаться, пролечиться. У них сейчас такой возможности нет, произошло сокращение. Понятно, это тоже, в общем-то, с экономической точки зрения правильное решение, да? Но... А куда они сейчас ездят? Они ездят вот в результате в центральную Старосуханскую больницу, а там, как они говорят, отказывают в их приеме, потому что там нету мест. И вот такой замкнутый круг, и, конечно, людей это обижает. Нужно строить помещение, получается? Нет, ни в коем случае. Не надо ничего. Просто увеличить коечный фонд. Потому что это же потянет опять расходы. Но это те расходы, которые, я полагаю, что нужно сделать. Ради Фальч, здесь у нас функционирует бригада, вторая бригада. Влад Ахитович был. Фельдшер скорой помощи. Дежурство есть круглосуточное или как? Ну, сутки через трое. А, сутки через трое. Что еще? Ладно, А вот. Я на скорую помощь всегда гляжу, у них героическая работа всегда. Да, конечно, такая тяжелая работа. Onda еще bir iki. Ну, детский садик, Элькай Баринсана был. Хикендеген селда төзелген. Шоны 2002 елда безнең балалар бакчасы бирделәр дә 35 урын булһа безнең әле көндә анда 52 бала йөри һәм без яңа ата-әсә идарәсе менән авыл халкы исеменнән яңа садик төзүдә һәм хорай бирелде. Староваренияда торабыз Министерство образования нашего. Проект бар ма? Проекттан эшләргә булышандыралар. Проекттан эшләргә. Эшләнеп бара. Эшләнелмәгән әле. Эшләнмәгән. Ну, йөд урынга педагогка заявка биргән. Балалар бармы шул? Балаларны күп. Biz buna koykalar boyunca ministr bilan görüşümün. И уляем он койка отрывал да. Даже биш мы для начала. Биш был. Ну, для начала барайын да. Тик унутуп куймаһагы да так. Все-таки вот в деревнях, наверное, это законы экономики по-другому должны работать. Рахмат, файга хаврак сарай. Рахмат. О чем вас попросили эти уважаемые люди? Ну, во-первых, то, о чем я постоянно ругаюсь, что когда приезжают с деревень наши центральные лечебные учреждения, чтобы их принимали там как родных, и чтобы там не мутузили по очередям, и в один день быстро делали. Вот они говорят, что мы иногда там приезжаем, и нас тут очень долго мучают. Ну, во-первых, заставляют ждать, во-вторых, ну, опять будем вести профилактический разговор. В принципе, мы эту ситуацию, ну, как-то вот за эти полгода поправили. Ну, вот оно такое, ну, вот раз люди говорят, значит, имеет это место. Будем править ситуацию. Отсюда ведь далеко ехать, до Уфы Отсюда, доедешь? конечно, вообще. И вот это пожилые люди, ему 91 год, и как ему вот быть? Ну и плюс они просят, вот все-таки, видите, тут помещение позволяет, но в рамках вот реорганизации экономической тут убрали коечный фонд. И, конечно, пожилые особенно хотят, чтобы было, где они могли прийти прокапаться. Позиция министерства у нас такая, что это экономически невыгодно, но я полагаю, что от того, что мы 5 коек здесь откроем, никто не обеднеет. İstende motor, eyemi hudum yok. Urun da yetme. No isten biz bedeng niye seregen. İden iki bundan İden yemerler peşte. Onu sonra da sıkışkın. Bede nagrivatlar koyalım. Anda nagrivatlar bedeng balaga her bir balaga 12 kvadrat metre bahanda bedeng. Bu yesille grup kola 20 kola yere ha. Diğer 30 kola yere. Korkunuz sıra. Bana eksenen korkunuz. Ben fotoğrafı şuraya biber parayla verdi. Hep evet tamam. Abi de niye girdi sergen. İki gün yemerler peşinde. Orun yetme. İsten sergen. İsten sergen dedim o tedbirler asılmaydı. Biz eğilgen istenmiyor dedim. 7 yaşga tekli 7 tohaneti bala bizim avulda. Şuların ilgiye деген садикте берейин. Давай тогда запиши на проектирование. Спасибо, у нас там так работаем. А этот вопрос в рамках здравчатства вы поднимаете, ладно? Рахмат. Все,
Машина, да, воспитатель ритем. Воспитатель ритем. Все нормально. Один из проблемных объектов Бурзянского района – мост «Долгострой» через реку Белую между деревнями Новому Насипово и Старому Насипово. Его начали возводить в 2016 году, но с большим отставанием от графика и частой сменой подрядчиков. И мы куда попадаем сейчас? Это деревня Старому Насипово, где-то 900 человек, вот одинаково, как Абдельмамбетова, примерно деревня. Люди приспособили вот этот пешеходный мост, мы в этом году его отремонтировали, где-то буквально 150 тысяч вложили. По этой дороге люди добираются до своей деревни. Это реально вот по этой дороге ездят. На легковой транспорт, да? На легковом транспорте. Проект идет. А мост пока вот он демонтируется, вот это предусмотрено как пешеходный мост. То есть мы его ремонтируем и нормально капитальный мост строим. Да, капитальный мост прямо на этом месте будет. В деревню асфальт положили за 2 года. Мост опасный для автомобилей? Ну, конечно, поэтому... Ну, это же инцидент как раз вытащил эту историю. Вот поэтому вот вытащил историю, мы приняли решение остановить строительство подобного моста, и будет нормально, полноценный, полноразмерный мост. Большая деревня, поэтому так. В 2020 году сдадим. Спасибо. Следующий объект рабочей поездки временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Ради Хабирова – туристско-рекреационный кластер «Бурзянский». Он находится на территории Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского районов. Это гостиница, это база башкирской деревни, подплатена я могу распространить. Старого плана, значит, построили вторую очередь, третью начали, четвертую очередь, 4 очереди. А это уже в Кугарчинском районе? Вот, предполагаемые, планируемое вложение в целом в кластер 24 миллиарда. Какие планы вам, что еще нравится? Горнолыжку хотим. Горнолыжку хотим. А это на какой? Площадка подобранная. Нужно говорить о съемку сделали высотную. Это 600 метров. Протяженность 4-4,5 километра. Градусы подвечены. Предпроектную работу сделали. Здесь не были? Нет. Ничего себе. У горы название Шаланды. Шиланды. Шиланды, да. Так как я всю инфраструктуру подвел уже и внешнюю, сумма денег есть, как бы, ну, предполагаемых федеральных. Использовать на берегоукрепительную работу. Немножко чуть расширить дорогу, сделать тротуары, ну, как-то благоустройство. Да, да, это действительно, если здесь можно было бы гулять. Да, погулять людям. Очень красиво, конечно. Очень красивая местность и хорошая перспектива, хороший проект. Ну, да, проект хороший, потому что вообще все, что связано с туризмом, мы считаем, что в этих краях имеет перспективу. Сейчас такая довольно высокая потребность вообще в целом в стране на внутренний туризм, поэтому мы должны в этом участвовать. Вот. Вопрос только всегда, знаете, гостиницы есть хорошо, надо теперь людям уже мало. Нет, людям вообще мало давать просто гостиницы, им нужно дать развлечения, им нужно дать какую-то активность, детям нужно дать какие-то детские там мероприятия. Yılı etip karşı aldınız. Tamam. Ya bu tapkarma her. Yok, ben hükümete bulganıyım, но bunda bulmadım. Motor görüyen yağı, bigrek motor, yerde yaşayıp, Allah'a şükür. Bunda istek, bunda yaşlar mı? Bunda yaşlar, bunda gaz, hol, yolu var, Allah'a şükür. Var. Yol da var mı? Var. Yolumuz buna asfalt, anan dağına mektep, sadik. А не медицина не секунда. Потому что, к сожалению, мы дорогу не даем. А как уже Ну, понятно, асфальт. Врачтар yetişmiyor. Жилье мына арғы үй біздің именно врачқа берілген біздің райондан келені. Кардиолог. Жилье мына біздің районға қайтаруға тырысамыз. А педиатрlar var mı? И там тоже. Педиатрlar var. Var. Узкие специалисты.
Rostar yetiş mi? Yelap tavırız. Yelap. Allah'a şükür. Sizге зор рахмет, шундай мына бадал бистәһенә игътибар итеп килгәнегезгә. Бында анда олы кунактар килгәне юк. Бұл только развивается этот край район. Sizге зор рахмет. Идем гуляем, коллектив. Какие вы все-таки яркие, красивые, молодые и задорные. Короткая встреча у вас, но емкая? Просто, а вот тут как раз все есть. Тут просто зашли порадоваться за людей и все.